В первом квартале 2026-го мошенники обманули жителей республики на 560 миллионов рублей. Эта сумма, конечно, меньше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, но все равно не маленькая. Почему это происходит и как нужно противостоять мошенникам, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Алексей Ратушный, заместитель начальника отдела управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Юрьевич, итак, какова статистика за 2026? За первый квартал текущего года на территории республики зарегистрировано 2700 преступлений. Если брать с аналогичным периодом прошлого года, то эта цифра снизилась более чем на 600 преступлений. Это связано, что наши граждане стали более внимательными и начали не доверять мошенникам, и поэтому снизилась статистика. Но при этом еще и расскажите, насколько снизилась сама сумма. Мы с вами еще до эфира говорили о том, что 560 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра была больше. Насколько? Сумма по итогам того года, того периода, была на 280 миллионов больше. Вот. Алексей Юрьевич, какие схемы сейчас лидируют? Да, мы, конечно, с вами говорим о том, что жители республики стали более зрелыми, да, не доверяют уже незнакомым номерам, да, людям, которые звонят с незнакомых номеров и так далее. То есть более бдительными стали граждане республики. Но, тем не менее, какие схемы, к сожалению, сейчас работают? И давайте о них расскажем. Лидирует все-таки все та же классическая схема, которая на протяжении уже нескольких лет работает со стороны мошенников. Это все те же злополучные звонки на мобильные устройства в различных мессенджерах, в том числе WhatsApp, Telegram, не исключение Max. Вот. Также звонят на стационарные телефоны, так называемые домашние. И уже просто меняется тема предлога для, грубо говоря, подцепления на крючок потерпевшего. Допустим, полгода назад звонили под предлогом замены домофонов. Сейчас участились случаи звонков от имени сотрудников пенсиона либо социального фонда под предлогом замены пенсии, перевода пенсии в цифровой формат, либо под предлогом дополнительных выплат за погибшего родственника в зоне специальной военной операции, ну и так далее. Эти схемы каждый день меняются. Как им можно противостоять? Вот есть какой-то универсальный алгоритм, да, помните, потому что у нас уже были такие мошенники, играют на эмоциях. Они говорят, ваш родственник погиб, да, или вы выиграли приз. Вот эти вот формулировки меняются, а суть остается прежней. Они играют на эмоциях. Да, цель мошенника – это завладеть вашим эмоциональным состоянием, ввести в психоэмоциональное, так сказать, состояние, чтобы потерпевший думал не критически, а действовал на эмоциях. Допустим, когда вот я уже выше сказал, звонят и говорят, что вам необходимо перевести вашу пенсию в цифровой формат, для этого сообщите номер вашего, допустим, СНИЛСа. Жертва сообщает этот номер, впоследствии она запоминает этот момент. Через некоторое время приходит СМС с текстом, что на портале госуслуг в личном кабинете осуществлен вход. Если это не вы, то перезвоните по абонентским номерам таким-то, таким-то. И жертва уже сама перезванивает по этим номерам, обходя систему антифрода, соответственно, и уже в дальнейшем мошенники дальше влияют на сознание этих потерпевших будущих. Вот. Либо недавно был случай, когда пожилую бабушку ввели в заблуждение, когда, перезвонив, ей сказали, что ее сын погиб, и для того, чтобы ей получить дополнительную выплату, необходимо продиктовать СНИЛС.
Она продиктовала, через некоторое время ей перезвонили сотрудники якобы безопасности госуслуг, сообщили, что от ее имени оформлена доверенность на управление счетами неизвестными лицами, и что если это она не делала, то она должна связаться с Росфинмониторингом, сотрудниками. В последующем, через некоторое время, ей перезвонили уже якобы сотрудники Росфинмониторинга, сообщили, что да, действительно, с ее счетов шляются какие-то переводы неизвестным лицам, и что данная информация будет передана в Федеральную службу безопасности. Впоследствии, также через некоторое время, ей уже перезвонили сотрудники ФСБ и сообщили, что с ее счетов денежные средства переведены на экстремистские организации. И если у нее еще есть денежные средства на счетах, то их необходимо в срочном порядке обналичить и передать их сотруднику, который придет к ней. На что, грубо говоря, данная женщина согласилась, да, и пошла, сняла денежные средства и передала так называемым курьерам, пособникам мошенников. Ну вот как действовать в этих ситуациях? Кто только не позвонил женщине, да, и лжесотрудники финмониторинга, и лжесотрудники ФСБ, и из госуслуг безопасности позвонили. Но причем это такая многоходовая система обмана. Да, и видите, сейчас мошенники уже более точечно подходят к потерпевшим, они устанавливают сведения, лучше устанавливают сведения о потерпевшем. В данном случае они установили, что действительно у данной женщины погиб ее сын в зоне специальной военной операции, и играли на этих эмоциях. Вот. Вот что нужно делать в этой ситуации? В этой ситуации необходимо, конечно же, прервать разговор. Это самое первое, что нужно сделать. Таким образом, вы оборвете схему мошенничества и приведете к тому, что преступникам придется придумывать новые темы для развода, так скажем. Алексей Юрьевич, почему аферисты вновь вернулись к схеме с курьерами? Потому что банки, правоохранительные органы проводят профилактическую беседу, что переводы на счета неизвестных лиц или безопасные счета – это уловки мошенников, и система антифрод банковских организаций срабатывает при подозрительных операциях. В связи с этим мошенники стали прибегать к услугам курьеров, так называемых, которые являются соучастниками уже преступления. Поэтому участились эти случаи. Кто становится курьерами? Вот недавно буквально был задержан мужчина, насколько я понимаю, 40-летний, который в 3 случаях в качестве курьера принимал участие. Но и уже, как в интервью он признался, он понимал, что это обман. Вот кто сейчас становится курьером? Вы знаете, курьерами может стать каждый, как по своему недобросовестному, а по своему умыслу, допустим, также и как под обманом, допустим. Допустим, приведу такой пример, что у нас были случаи, когда те же потерпевшие, которые уже были под влиянием мошенников и должны были отнести денежные средства так называемому сотруднику безопасности для внесения на безопасный счет, находясь под влиянием, мошенники им говорили, чтобы они заехали еще к одному потерпевшему такому же, и помогли, забирали эти денежные средства уже у вторых, третьих потерпевших, и впоследствии общей суммы передавали уже тому непосредственному курьеру, который осведомлен о преступных действиях и является соучастником этой преступной схемы. Вот вы говорите о том, что курьеры – это соучастники преступной схемы. Им полагается уголовное наказание? Да, им полагается уголовное наказание. Они будут подлежать уголовной ответственности по части
По статье 159 в зависимости от тяжести совершенного ими действия, ну, совершенной кражи. Мы с вами говорили о том, что сейчас в различных мессенджерах аферисты тоже действуют, могут позвонить и через эти мессенджеры. Вот какие бы вы порекомендовали настройки для того, чтобы можно было обезопасить себя, родственников? Я лично сам все эти функции активировал у себя в мобильном устройстве. В мессенджерах, в настройках есть вкладки «Конфиденциальность». В различных мессенджерах она по-разному звучит. Допустим, в Максе это «Безопасность». При переходе в данную вкладку нужно активировать такую функцию, как запрет звонков с неизвестных номеров. Тем самым вам могут дозвониться только ваши контакты. Это очень сильно обезопасит вас в будущем. Если все же обманули, вот куда нужно обращаться и нужно ли обращаться? Потому что психологи очень часто говорят о том, что жертвы, вот когда понимают, что уже вот их обманули аферисты, они отдали им иную сумму денег, да и зачастую это не маленькие суммы, у них начинается какой-то вот именно психологический барьер, и они не могут признаться в том, что их обманули, что вот как они оказались обманутыми. Вот что делать в таких случаях? Ну, конечно, нужно ли идти? Да, конечно же, нужно сразу обратиться в правоохранительные органы. Это поможет нам по горячим следам найти того или иного курьера. В случае, если осуществлен перевод, то в горячем режиме с банковскими учреждениями заморозить этот перевод. Самое главное, нельзя молчать. Об этом нужно говорить. Ну и желательно прежде всего проводить профилактические беседы со своими пожилыми родителями, да, со своими пожилыми родственниками. Не терять бдительности и обязательно установить те меры защиты, которые уже сейчас предусмотрены и в мессенджерах, и на банковских картах. Все верно? Все верно. Алексей Юрьевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Надеюсь, увидимся еще с вами не раз. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответил Алексей Ратушный. Это заместитель начальника отдела МВД России по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.